Спасибо. Что на данный момент известно о пневмонии? Связывают ли наши медики ее с коронавирусом? Есть ли уже разработанный пошаговый алгоритм лечения? Да, очень много сегодня вызывает тревогу внебольничная пневмония и количество случаев этой внебольничной пневмонии среди нашего населения. Ну, вообще пневмония или воспаление легких– это заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения с поражением концевых участков легких. Это альвеол и нарушением газообмена на их уровне. Альвеолы заполняются жидкостью или гнойным материалом, вызывают кашель с мокротой. Ну, реже это, редко, конечно, кровохарканье в тяжелых случаях, жар, озноб и затрудненное дыхание. Пневмонию могут вызывать различные микроорганизмы. Это могут быть и бактерии, это могут быть и вирусы, это могут быть и грибы. И пневмония до сегодняшнего дня тоже регистрировалась, и она являлась осложнением многих заболеваний инфекционного происхождения. Пневмония, она вообще может варьировать от легкой степени до угрожающей жизни. Наиболее она опасна, конечно, для младенцев и детей младшего возраста, для людей старше 65 лет и для людей с ослабленным иммунитетом. Но на сегодня мы наблюдаем, что пневмония в основном не регистрируется как при пневмонии, которая является осложнением ОРВИ или гриппа у детей младшего возраста и у младенцев. В основном сегодня она чаще всего опасна для некоторых пожилых людей и для людей с сердечно недостаточностью или же хроническими заболеваниями другими, которые у них до этого были, и она может стать опасным для жизни состоянием. Пневмонии могут вызывать, как я уже отметила, это внебольничная пневмония, многие бактерии, вирусы и грибы. Наиболее распространенными являются бактерии и вирусы в воздухе, которым мы дышим, которые находятся в воздухе, помещении, в которых мы находимся. И обычно иммунитет человека должен предотвращать это заражение микроорганизма этими микроорганизмами легких. Но эти микроорганизмы способны подавлять иммунную систему человека, даже если здоровье человека хорошее. Но как мы наблюдаем, если у человека есть хронические заболевания, то оно протекает очень тяжело. Наиболее подвержены пневмонии люди взрослые, это старше 65 лет, это группа риска, как мы уже отмечали. Это дети младше 2 лет с различными признаками и симптомами, больные с экзогенной интоксикацией, то есть это интоксикация алкогольная или же после приема наркотиков, люди с плохим иммунным статусом, с плохим состоянием здоровья, пациенты с хроническими заболеваниями, особенно в стадии декомпенсации, это может быть и обструктивный бронхит, это может быть и сахарный диабет, это может быть цирроз печени. Люди, получающие постоянно лекарства или же получающие химиотерапию, которые все это подавляет иммунную систему человека. И это люди, которые длительно лежат в постели или же длительно болеют, лежачие пациенты. И внебольничная пневмония, в принципе, сейчас с начала регистрации COVID-19, как я уже отметила, зарегистрировано 3695 случаев внебольничной пневмонии. На сегодня вылечено 1907 пациентов с небольничными пневмониями. Ну и чтобы защитить себя от осложнений, от респираторных инфекций, от гриппа и от ковидных инфекций, которые иногда приводят к пневмонии, об этом говорилось и ранее для профилактики пневмонии, то необходимо, как мы уже отмечаем, регулярно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. И также мы отмечали, что курение может нарушить естественную защиту легких и привести тоже
к пневмониям. Необходимо поддерживать свою иммунную систему, если можно так сказать, сильной, для того, чтобы не было таких осложнений, чтобы они проходили легко. То есть надо заниматься спортом, соблюдать в данном случае белково-витаминную диету в обязательном порядке. Можно желательно исключить макароны, мучные изделия. И, конечно же, нужно своевременно лечить свои хронические заболевания, потому что мы в прошлом году отмечали, что в Кыргызской республике отмечается рост соматических неинфекционных заболеваний, и это может стать угрозой для всех нас в случае каких-либо осложнений. И, конечно же, для улучшения насыщения легких кислородом рекомендуется дыхательная гимнастика. Эта дыхательная гимнастика, она рекомендовалась и до того, как начали регистрироваться случаи внебольничной пневмонии от COVID-19, когда регистрировалась и внутрибольничная, и больничная пневмония. Поэтому все эти поддержания иммунитета – это все одни из самых важных рекомендаций, которые нужно соблюдать в эти дни. Ну и да, действительно, сегодня наши люди в панике обращаются за медицинской помощью. При малейшем недуге и при повышении температуры направляются на госпитализацию на собственном автотранспорте. В результате действительно страдают те, кто остро нуждается в неотложной помощи. И мы знаем, что при коронавирусной инфекции есть определенные симптомы. Это небольшое повышение температуры тела сначала, потом она повышается до 38 градусов, першение в горле, сухой эпизодический кашель. Затем следует утрата обоняния, вкуса, и присоединяются головные боли, тошнота, ломота в костях, общая слабость в теле. При усугублении данного процесса может наступить температурный скачок, нарастают симптомы интоксикации, такие как слабость, учащенное сердцебиение, рвота, потливость, чувство нехватки воздуха появляется при большой физической нагрузке, а в дальнейшем и в покое. И если частота дыхания увеличивается свыше 30, то, конечно, это тревожный сигнал. В таком случае надо звонить по телефонам 118, надо обращаться по скорую помощь 103 и постараться госпитализироваться. И еще одним из симптомов появляющейся пневмонии является боль грудной клетки, боли под лопатками, возможно, боль и на вдохе. И также необходимо следить за степенью насыщения крови кислородом, которая не должна быть меньше 93%. И при этом, конечно, вот задавали вопрос, обязательно ли делать КТ. Это даже если на компьютерной томографии у человека есть признаки, как все уже знают, матового стекла, то это... Но во многих случаях человек себя чувствует достаточно хорошо, и все дальнейшие мероприятия, все методики лечения, согласно существующих приказов Министерства здравоохранения, разработаны алгоритмы по лечению этих внебольничных пневмоний. Это симптоматическое лечение и лечение, которое прописано в клинических руководствах. И я хотела бы еще раз призвать население, что лечением должен заниматься все-таки лечащий врач, а не пациенты. Вот заболевания легкой и средней тяжести лучше всего, конечно, лечить дома по назначению своего лечащего врача, участкового врача, потому что уход дома все равно он лучше, чем уход в больнице. Главное наблюдать за состоянием и не пропустить тот порог, когда нужно госпитализироваться. Одни из первых признаков – это наличие тяжелой одышки и учащенного дыхания. Но еще раз хочу призвать наших граждан, нельзя паниковать, потому что дыхательная недостаточность, она
При панике может возникнуть страх смерти и постоянная нехватка воздуха. И, как я уже отмечала, пациенты из группы риска с хроническими заболеваниями – это в первую очередь кандидаты на госпитализацию. Антибиотики при пневмонии следует принимать только по назначению врача. Мы с вами сегодня видим, что очень большой резонанс, и люди бегут в аптеки, покупают все антибиотики. Они покупают те антибиотики, которые прописывает врач тому или иному пациенту, и этими рецептами они делимся в интернет-источниках. Но, к сожалению, и сейчас еще мы слышим, что очень много используют химических смесей. Этого делать нельзя, потому что этим нельзя увлекаться. При повышении температуры 37, выше 37-38 градусов нужно принимать парацетамол, и для разжижения легких можно применять аспирин четверть таблетки 3-4 раза в день. Ну и еще хотела бы отметить, что почему-то вот в интернет-источниках и граждане между собой делятся назначением дексаметазона, почему-то он так сильно разрекламирован. Нужно понимать, что это гормональный препарат, который применяется, когда уже нет эффекта от других лекарственных препаратов, и его также может назначить только лечащий врач. Он приводит к резкому снижению иммунной системы, и все это может еще больше усугубить ситуацию. И бесконтрольный прием любых лекарственных препаратов, кроме жаропонижающих, и он может запустить те процессы, которые были бы нежелательны. Он снизит устойчивость организма к антибиотикам, и дальнейшее лечение, оно может быть напрасно, может оказаться напрасным. Поэтому, если вы не смогли попасть на госпитализацию, как очень много также отмечается со стороны граждан в социальных сетях, то убедительная просьба получить рекомендации и консультации у участковых врачей и по телефонам 118 и 112 и посетить дневные стационары, которые сегодня функционируют и в городе Бишкек, и в Чуйской области, и во всех регионах страны. Спасибо. Еще один вопрос по внебольничной пневмонии. Глава правительства Акотбек Альчевич Буронов накануне 7 июля заявил, что внебольничная пневмония является следствием COVID-19. Когда собираются ли объединить статистику по коронавирусу со статистикой по внебольничной пневмонии? Да, действительно, очень много вопросов, что скрывается статистика по внебольничной пневмонии, скрывается статистика по COVID-19, но, к сожалению, это не делается, и не к сожалению, а мы, к счастью, этого не делаем и не будем делать. Да, действительно, с первых дней регистрации COVID-19 по республике регистрировались единичные случаи внебольничной пневмонии, и наши специалисты подтверждали COVID-19 только после ПЦР-диагностики. Сегодня с увеличением количества пациентов с внебольничной пневмонией требуется оказание быстрой помощи без ожидания ПЦР-диагностики. И с 20 числа, как вы знаете, увеличилось количество внебольничных пневмоний. Да, рассматривается вопрос о том, чтобы все-таки эту статистику объединить и вести ее в едином направлении.